Достижение крымской экономики – это заслуга местного коренного населения. Крымские татары занимались как животноводством, земледелием, садоводством, виноградарством, рыболовством, так и работали в различных добывающих и обрабатывающих отраслях. Вели активную торговлю. Крымское ханство процветало, обеспечивая свое население всем необходимым, как местного производства, так и импортированными товарами. Экспортировались из Крымского ханства такие товары, как кожа, чрезвычайно ценившаяся в Средиземноморье, овечья шерсть, софьян, серые и черные смушки. Об этом свидетельствуют нотариальные акты XV века. Высоко ценился мед крымских серых пчел из деревни Османчик, считавшийся лучшим во всем Крыму. Он доставлялся не только ко двору крымского хана, но и к столу османского султана. Из меда делали сладости, использовали в медицине, применяли в косметике, а воска хватало для 4 крупных крымских свечных заводов. Посетившие в разные времена и с разной миссией Крымское ханство, путешественники не оставались равнодушными к обилию разнообразных террасных садов и парков, которыми изобиловало государство Гераев. Все они писали об одном, что это заслуга исключительно коренного населения крымских татар, которые во все времена славились своим особым умением разводить сады, потому и города их буквально утопали в зелени. Действительно, неотъемлемой частью народной культуры являлось садоводство. Уже в XV веке в ханстве были хорошо развиты селекция, гибридизация и оккультурация, которые применялись к постоянно завозимым из-за рубежа экзотическим сортам и видам растений. Тому яркий пример Ашлама-Сарай, дворец крымских ханов в одноименной горной долине, окруженный великолепными террасными садами, частично сохранившимися до наших дней. Само название Ашлама означает «привитый». В современном понятии парк Ашлама мог бы вполне именоваться одним из первых ботанических садов позднего Средневековья в Европе. Именно здесь культивировались, изучались и демонстрировались коллекции живых растений, привозимых из разных частей тогдашнего света. Из внутренних областей полуострова поступали яблоки, инжир, чеснок и лук, фасоль и даже неизвестный пока Европе рис. Он был одной из распространенных в Крымском ханстве зерновых культур. Западноевропейские путешественники, посетившие в ханство в XV веке и еще ничего не знающие о рисе, называли его в своих описаниях сарацинским пшеном. Выращивали этот злак в нижнем течении реки Бельбек, в Судаке и в окрестностях Карасу-Базара. У крупных землевладельцев имелись рисоводческие хозяйства в долине нижнего течения реки Качи, где тогда были заболоченные участки, как нельзя лучше подходившие для этой культуры. Одним из таких хозяев был главный муфтий Крымского ханства. Ему принадлежали рисовые поля у реки Качи, которые давали стабильный доход. Но, к сожалению, после 1783 года, когда Крымское ханство прекратило свое существование, новые хозяева запретили выращивать рис. По их мнению, он якобы был вреден для здоровья. Нельзя обойти вниманием ремесло, получившее широкое распространение в предгорье, горных и прибрежных деревнях и городах. Со временем ремесленное производство приняло форму замкнутых цеховых организаций, которые нормировали условия труда и сбыта и с успехом защищали свои интересы от притязаний. К числу наиболее развитых видов производства принадлежала выделка кожи и обработка металла, главным образом холодного и огнестрельного оружия. Что касается крымского воза, то он был не менее значимым.
полуостров являлся важнейшим центром всего Причерноморья, через который поставлялись товары из прилегающих к нему регионов. Известен основной ассортимент ввоза через порты Восточного Крыма. Так, турецкий историк Халил Инальчик перечисляет, что транзитом через Кефе шли анатолийский хлопок, средиземноморские маслины, оливковое масло, бобы, рожь, уксус и корабельные мачты. Далее эти товары направлялись в крымские города. К моменту возникновения независимого государства Крымского ханства на его территориях уже сложились и постепенно развивались торговые пути, по которым двигались из страны в страну товары. Приезжали заморские купцы. Торговые пути связывали десятки государств и народов. Получила развитие и денежная система. С первых лет образования Крымского ханства торговля, как значительный источник налоговых поступлений в бюджет страны, играла одну из важнейших ролей в жизни его граждан. Однако, как ни парадоксально, а именно в ханский период среди крымских татар почти не было коммерсантов. Встречались лишь редкие исключения. Источники донесли имена нескольких кофинцев, живших в конце 13 столетия и занимавшихся коммерцией. Это купцы Осман, Ибрагим, Садеддин и Ак-Кесю. Что касается торговли, то здесь дело обстояло совершенно иначе. Дело в том, что жители ханства продавали исключительно свою продукцию, будь то продукты питания или изделия ремесленных корпораций. Тем более, что большинство мастерских одновременно были и лавками. Так что в этом деле им не требовались посредники. Торговля находилась в руках местных жителей, а товары славились качеством и дешевизной. О крымской продукции нередко писали иностранцы, побывавшие в Крыму. Так, Николас Вицин, голландский политик, предприниматель и одновременно картограф, посетивший в конце 17 века Кефе, оставил любопытное описание как самого города, так и его базара. Он писал: «Я не знаю, есть ли в мире другой город, где жизненные припасы были бы лучше и стоили дешевле, чем в Кефе. Баранина обладает здесь отменным, превосходным вкусом, а стоит 4 пеннинга за полкило. Другие виды – мясо, хлеб, фрукты, птица и сливочное масло – стоят еще дешевле. Можно сказать, их тут за даром отдают». О торговых оборотах говорит один факт. За 14 дней, что я здесь пробыл, в гавань пришло и ушло более 400 судов, не считая маломерных, которые курсируют вдоль берегов. На первом месте из товаров здесь стоит азиатская соленая рыба и икра, которыми снабжается вся Европа. После рыбы идет зерно, сливочное масло, соль. Этот город снабжает Стамбул и ряд более мелких городов. Турки предпочитают всем иным кефинский сорт сливочного масла. Многие путешественники отмечали, что в Кефе, как, впрочем, и других крупных центрах ханства, базары и лавки работали ежедневно, что, собственно, и притягивало сюда больше иностранных купцов и негациантов, так как в других местах рынки и базары функционировали только по пятницам. Более того, в таких торговых центрах, как Эски-Крым и Карасу-базар, связанных со старинными караванными путями, наряду с розничной торговлей процветала и оптовая. Сюда съезжались как местные производители, так и иностранные купцы с иноземным товаром. Останавливались они в удобных ханах, гостиницах, выстроенных специально для этих целей. Как правило, крымские торговцы и приезжие коммерсанты могли здесь снять просторное складское помещение и сразу несколько жилых комнат, где размещали наиболее дорогостоящий товар. А так как гостиницы находились вблизи базара, то было заведено, что сюда приходили и покупатели. А иногда прямо на постоялом дворе происходил обмен продукцией между местными производителями и приезжими купцами.
Последние знакомились с образцами товаров, приценивались, торговались и, если все устраивало, заключали сделки. Дошедшие до нас нотариальные акты, заключенные еще в первые годы образования Крымского ханства, свидетельствуют, что из Эски-Карыма купцы вывозили в портовый город Кефе шелк, сирец 3 сортов, кожу, меха, пряности, дорогие ткани, красители, изделия из золота и серебра и многое другое, а уже оттуда товар шел в Европу. Как правило, большая часть товаров была местного производства. Так, например, кожа, ценившаяся во всем Средиземноморском регионе, в основном доставлялась в Эски-Карым и Карасу-Базар из Ногайских степей. Благодаря нотариальным документам сохранились сведения, что средняя партия кожи, вывозимая уже из Кефе в Генную, состояла из 200 штук. Не меньшим спросом пользовались уже готовые изделия из кожи, например, седла и обувь из цветного софьяна. А вот меха, в основном горностая белка, доставлялись в Крым из соседней Московии. И местный каракуль везли в Кефе, где находилась целая улица с корняжных мастерских. Здесь шкурки подвергались обработке и только после этого отправлялись на иностранные рынки. Шли крымские товары и на восток, в основном на Кавказ. Так черкесы-адыги закупали в Крыму ткани, изделия из кожи, женские украшения, посуду, оружие и многое другое. В Османскую империю из Крыма шли ремесленные изделия: пшеница, мясо, масло, кожа, воск, табак, мука всех сортов, шерсть, войлок, земляное мыло, кыл, таманская икра, пряжа, хлопок, мед, керченская нефть и софьян. На север, в основном Запорожье, шли соль, вино, шерсть, овчина, софьян, шелковые ткани, обувь, шкуры, оружие и другие ремесленные изделия. Вне конкуренции долгое время были изделия крымско-татарских ремесленников, зарекомендовавших себя высоким качеством и мастерством. Расцвет крымско-татарского ремесла пришелся на 15-17 века. Следует отметить, что именно в это время соседняя Османская империя переживала упадок своего ремесла, а крымские производители пользовались спросом и ценились за настоящее мастерство и искусство в кузнечном, гончарном, ткацком, предельном, шорном, сапожном, кожевенном, ювелирном, оружейном и многом другом деле. Товары крымских мастеров, а также продукты сельского хозяйства и животноводства, вывозившиеся из ханства в одну лишь Османскую империю, представляли собой довольно внушительный список. Важной составной в крымской торговле являлись водные сухопутные перевозки. Другими словами, торговля делала необходимым развитие транспортной отрасли, обслуживающей в первую очередь местное население. Основной транспорт в ханстве был сухопутный. Арбы и мажары, обладавшие специфическими крымскими чертами, меняющимися и совершенствующимися из года в год, изготавливались из поколения в поколение мастерами из Бююка, Зенбаша, Коккоза и Бахчисарая. Качеством и легкостью славились здешние повозки и всевозможные принадлежности к ним. Груженными товарами транспортные средства отправлялись на базары Кефе, Эски-Карыма, Карасу-Базара и Бахчисарая. Понятно, что арба, прекрасное средство передвижения в горной местности, не обладала и не могла обладать значительной грузоподъемностью или вместимостью, иначе была бы утрачена ее поворотливость, что прежде всего необходимо на узких и извилистых горных дорогах и лесных проезжих тропах. Другое дело мажары, использовавшиеся в предгорьях и главным образом на степных просторах.
Здесь в основу конструкции были положены именно вместимость и грузоподъемность. Тягловой силой была парная верблюжья упряжка, которая могла вывести груз неограниченной массы. Распространено заблуждение, что торговое мореплавание в Крыму было уделом исключительно урумов или прибывших сюда иностранцев. На самом деле крымские татары активно занимались не только перевозками на судах, но и строительством их. В Гурзуфе, Партениде, Кучук-Узене строили суда, небольшие шхуны, рыбачьи баркасы, на которых совершали регулярные перевозки в порты Османской империи и Кавказа. Кучук-Ламбадские и партенидские судовладельцы, крымские татары, занимались каботажными перевозками, грузовыми и даже пассажирскими. Накануне аннексии крымско-татарская торговля по морю достигла своего расцвета. Английский специалист по международным перевозкам, посетившим в эти годы Крым, отметил, что из Кефе торговые суда постоянно ходят в Стамбул, Трапезунд, Синоп, Амасию, Гераклею, Самсон, Абазу, Бургас и Варну, и в другие районы Анатолии и Румелии. При этом только ханам принадлежало в различные годы от 800 до 1000 судов, сравнительно небольших, средней грузоподъемностью в 150 тонн или вместимостью в 1200 четвертей зерна, не говоря уже о перевозках из Кизлева и Керчи. Последняя, имея удобную гавань, использовалась для зимнего простоя торговых судов, как крымско-татарских, так и других судовладельцев, имевших собственность в Крыму. Конечно же, торговцы Крыма облагались налогами. Из документов времен Менгли-Герая II известно, что в первой четверти XVIII века торговые подати и пошлины на своих территориях взимали беи. Часть этих доходов они оставляли себе, а часть денег поступала в ханскую казну. Так, согласно ханскому указу этого периода, направленному Бею Яшлавскому, видно, что последний должен был взыскивать с каждой телеги фруктов, отправляемых на продажу, не более 4 акче, а вот с каждой бочки вина по 15 акче. Примечательно, что в ханстве с ремесленников различных отраслей, продававших свой товар, пошлины брались одинаково со всех подданных, без разделения по их религиозному или национальному признаку. Что касается товаров, которые поступали в ханство, то о них подробно сообщает французский консул в Крымском ханстве граф Шарль Пейсенель в своем трактате о черноморской торговле. Подтверждает, что в ханство везли со всех сторон дорогие товары. Население же не смущала цена, а это говорит о материальной обеспеченности жителей. Несмотря на то, что местные ремесленники производили добротный и качественный товар, шедший на экспорт, тем не менее местные жители охотно приобретали и ряд иностранной продукции. Так, для жительниц ханства везли не только дорогие золотые украшения, косметику, готовые наряды, утварь для дома, но и добротные ткани, о которых подробно сообщает Пейсенель. В ханство везли свинец. По подсчетам Пейсенеля, только один Крым потреблял примерно 10 тысяч кинталов, османская мера веса – ружейные и пистолетные пули. Импорт составляла и качественная бумага для письма. Обычную использовало простое население. Глянцевая шла для канцелярских нужд, а вот официальные послания писались на дорогой золоченой бумаге. Торговля в Крымском ханстве процветала и обогащала как государственную казну, так и местное население, которое без преувеличений не испытывало нужды и лишений. А это было самым главным показателем экономической стабильности страны Гераев.